Доброе утро. Мы продолжаем. Юные якутяне разных возрастов приняли участие во всероссийской акции «Я выбираю спорт», во время которой они играли в шахматы с опытными игроками. Против начинающих спортсменов выступили чемпион республики среди мужчин Руслан Пахомов и многократный победитель и призер первенства Якутии и Дальнего Востока Никита Пестряков. Никита сегодня в нашей студии гостит вместе с Романом Ганжуровым, старшим тренером юношеской сборной республики по шахматам, тренером шахматной гимназии. Доброе утро, уважаемые гости. Роман Владимирович, ну давайте подведем итог вчерашней игры. Сколько участников присутствовало, несмотря на погоду. Был сеанс одновременной игры, это акция всероссийская, как вы правильно сказали. Организаторами является Минспорт, Центр подготовки спортивного резерва, и вот шахматная гимназия выступила партнером, помогая в организационной части. Непогода сильно вмешалась в наши планы, поднялся ветер, был дождь, но мы выступали под тентом, то есть, в общем-то, дождь нас не потревожил. Но участников было из-за этого немного. Вот непосредственно участников сеанса, тех, кому давали сеанс, было 18 человек. Ну, так достаточно. Никита сыграл с 10 одновременно, а Руслан Егорович Пахомов с 8 игроками. Но там игроки были уже высоких разрядов, первого, второго спортивного разряда. Никита, ну расскажи, с кем тебе удалось сыграть? 10 человек, да, вы сказали? 10 человек, и Никита всех выиграл. Ну, там были школьники, таких, играли они хорошо, все прошло хорошо. Они младше тебя все были, да? Да, они все младше меня были, но играли они все хорошо, очень хорошо, и в конечном итоге все равно, в конце они все равно где-то ошиблись из-за этого. Они все проиграли. Ну, ты потом им объяснял, какие ошибки они там совершили? Ну, тем, кто спрашивал, да. Ну, и в последней партии, где осталось. Но всем подряд я не стал объяснять, так как просто времени не хватало, потому что я должен был продолжать играть. Никита, тебе 14 лет. Скажи, пожалуйста, когда ты впервые начал играть в шахматы, почему ты выбрал этот вид спорта? Я начал играть в 6 лет. Я увидел, как мой отец и дедушка играют, ну и меня привлекло этот вид спорта, и я начал играть в шахматы. Впервые я пошел в школу Карпова, ну и там обучился, как играть. Роман Владимирович, шахматная гимназия, да? Сейчас как раз-таки настал новый учебный год. Родители, дети озадачены вопросом, куда пойти, на какой кружок, на какую секцию записаться, да? Принимаете ли вы в гимназию? Да, у нас в этом году есть набор открыт, он продолжается в данный момент, можно обращаться, и мы принимаем к обучению детей 2010 года рождения и младше. В общем, младших школьников и даже детсадовцев. А вот на ваш взгляд, становится ли больше детей, которые хотят играть в шахматы? Да, в последнее время становится больше желающих заниматься. И детей, и родители сами хотят, чтобы дети играли. Поэтому мы стараемся в этом никому не отказывать. Никита, ну у тебя первый разряд, ведь правильно, да? Ты, наверное, можешь сказать, какие плюсы и минусы у шахмат? Ну, плюсы в том, что шахматы помогают в дальнейшем будущем анализировать ситуацию, выбирать наилучшие варианты, также планировать будущее свое. Ну и это такая хорошая игра, чтобы логику тоже развивать. А помогают тебе шахматы в учебе? Да, в принципе, да. Помогают в математике в большинстве случаев, потому что все равно логическая сторона больше работает там. Ну и память там тоже развивается, помогает на диктантах по русскому языку. Ну и так. Роман Владимирович, почему дети должны играть в шахматы? Вот Никита очень правильно заметил, потому что это влияет на многие процессы жизненные. Для младших школьников, например, это полезно тоже элементарной усидчивости, концентрации внимания учиться. Также развивается логика, как аналитическое мышление, так и логика за доской.
Мгм. Огромное спасибо, Роман Владимирович, Никита, что пришли к нам этим утром. Никита, я тебе желаю дальнейших успехов. Ты молодец, действительно Спасибо. молодец. Хорошего дня, отличного настроения.